Крымско-татарская женщина. Какая она? Какой она была в истории, как сейчас изменились ее мысли и стремления? В Судаке провели дискуссию «Крымско-татарское пространство. Женское измерение». Организаторы решили отойти от традиционных проблем, которые обычно обсуждают в женском контексте. Не просто о том, какую роль женщины играли в истории крымских татар, но и о том, как женщины описываются, как вписываются в некие традиционные наши ценности и какова ее роль. Хотели поговорить о призвании женщины и о той социальной роли, которую она играет. На мероприятии выступили спикеры из разных областей – ученые, поэтессы, актрисы, психологи. Говорили о крымско-татарской женщине в истории, о социальной роли женщины и как она меняется со временем, об огромном вкладе женщин в сохранение семьи, родного языка и культуры. 19 сон асырын вақты ве 20 асырын башы. Чүнки әлбетте о вақыт біздің қырым-татар қадынларымыз о қадар актив әрекеттейділер ве Шафика Гаспарова, Диляра Булгакова, Зейнеп Амирхан, Айша Исхакова. Әлбетте бұл исемлерні әлбетте дайыма жанландырмаға керек, чүнки олармен бәраберлікте біздің медениетіміз, біздің тәсіліміз, біздің театрымыз, чүнки театрда о қадар çok böyle işler geçti ve o isimlerмен әлбетте о вақыт аныла. Роль женщины, матери, нашей бабушки, девочки в том числе, которые учились у них, что они делали в период депортации. Они же практически сохраняли нашу нацию. Они сохраняли язык, они сохраняли национальное блюдо, они сохраняли нас как народ. У нас разные регуляторы на самом деле регулировали жизнь крымско-татарской семьи по-разному. То есть изначально, примерно до 20 века, начала, это был шариат, как свод мусульманских законов, и адат, как обычное право, да, крымских татар. И крымско-татарская семья, она развивалась в рамках вот такого синтеза этих двух регуляторов. Да? То есть советский режим, советский период, он внес там свой кардинальный вклад в то, как стала функционировать крымско-татарская семья. То есть мы увидели там целенаправленную политику, направленную на эмансипацию женщин. На мероприятии обсудили и образ крымско-татарской женщины, проиллюстрировав это театральными миниатюрами. Апайым қызын, ана, Аллаға шүкір деп отырам іште. Або шышып қалсын давление мені пек чекіштіре. Де бақасын, яқшым, де бақасын, ярамай олам. У нас есть какие-то свои специфические особенности, которые, наверное, условиями нашего существования, нашего выживания продиктованы. Но в целом это, наверное, вот те же проблемы, что волнуют всех женщин в мире. Организаторы встречи планируют обсудить еще много тем, которые в крымско-татарском обществе остаются малоохваченными, сделав подобные встречи регулярными и традиционными.